День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Энергетика, торговля, бизнес. Расскажем, какие итоги у главного политического события уходящей недели – визита Владимира Путина в Индию. Более 200 участников и 12 разных направлений в Якутии прошел второй дальневосточный форум недропользователей. Молодежный центр «Патриот» готовится распахнуть свои двери. Уже 15 декабря пройдет официальное открытие нового современного пространства. В Мирнинском районе с успехом прошли первые в истории соревнования по управлению дронами. Слово, наука, наследие. Филологический факультет СВФУ отмечает свой 90-летний юбилей. Главные политические новости из Индии. По итогам переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди подписано 29 документов, в том числе развитие сотрудничества в области экономики, транспорта и науки. Москва и Нью-Дели намерены делать все, чтобы стратегическое партнерство и дальше укреплялось на благо народов двух стран, подчеркнул президент России. По итогам визита было подписано в общей сложности более 25 межведомственных и коммерческих соглашений, которые ранее были анонсированы. В частности, лидеры приняли программу экономического сотрудничества и программу культурных обменов до 30 года. Продолжает расти устойчивыми темпами. И, действительно, Россия и Индия – давние и близкие торговые партнеры. Товарооборот продолжает расти устойчивыми темпами. А в последние 3 года динамика вообще была рекордной – до 80%. В результате, по итогам прошлого года, объем российско-индийской торговли достиг 64 миллиардов. Вместе с тем, долларов. Вместе с тем очевидно, что имеются огромные возможности для дальнейшего увеличения двусторонней торговли и капиталовложения. Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет уже 19 декабря в 12 дня по Москве. Прием вопросов для главы государства стартовал 4 декабря. Продлится он вплоть до окончания программы. Граждане смогут задать их через сайт программы moskva-putinu.ru, отправить СМС на номер 04040 или по телефону 8 800 240 40. Стоит отметить, что мероприятие впервые проводится в пятницу. Чаще всего, а именно 28 раз. Для итогов года с Владимиром Путиным выбирали четверг. Согласно статистике прошлых прямых линий, самыми задаваемыми вопросами были вопросы на темы армии, безопасности и здравоохранения. Госдума приняла во втором чтении законопроект из бюджетного пакета, вносящий изменения в Налоговый кодекс России в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел 221 поправку к законопроекту. Была одобрена, в частности, и поправка правительства о поэтапном снижении порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, которые используют упрощенную или патентную систему налогообложения, возникает обязанность уплачивать НДС. О том, как отразится на бизнесе это нововведение, мы поговорили с депутатом Государственной Думы России Галиной Данчиковой. Галина Кентьевна, давайте еще поговорим об одном изменении в рамках бюджетного пакета. Я имею в виду налоговый кодекс, тема, которая вызвала множество пересудов, перетолков у всех участников, тех, кто так или иначе связан с налогами. На что они направлены, над какими мерами по усовершенствованию сейчас работаете? Я соглашусь с вами. Вы также, видим, по всей вероятности, в теме погружены в то, что вокруг этого пакета, это вообще входило в бюджетный пакет, внесение изменений в налоговый кодекс. И здесь нужно отметить следующее. Первое, что хотелось бы сказать. В принципе, изменения налогов
оно, конечно, вызвано все-таки в какой-то степени изменением бюджетной политики в части того, что мы с вами живем уже в других экономических условиях. И те решения, которые приняты были, они, в общем-то, в себе носили некое компромиссное решение. Вы знаете, что первоначально, когда был внесен бюджетный пакет, и в него включались изменения в налоговый кодекс, то параметр именно дохода, с которого уже, сверх которого начиналось применение или включение малого и среднего бизнеса, которые работали на ОСЭ и на патенте, на уплату НДС. НДС, налога на добавленную стоимость. Это было снижение 60, порога 60 до сразу 10. И все-таки было принято компромиссное решение, велись серьезные переговоры, и, естественно, было очень много обращений, и был принят такой компромисс, это парламент и правительство Российской Федерации пошли по пути такого планового снижения. И уже было принято решение, исходя из того, что и учета мнения и бизнеса, что мы должны все-таки учесть здесь интересы и бизнеса, и государства, и бюджета. И было принято решение сделать постепенный переход, то есть 20, 15 и 10. И восстановить. В первоначальном пакете у нас исключались грузовые перевозки. Они у нас работали на патенте, но они исключались в первоначальном пакете. И в первоначальном пакете исключались с патента торговля, которая имеет стационарные торговые площади. После обсуждения и когда был найден все-таки компромисс, и услышали и бизнес, и общественные наши организации, это «Деловая Россия», «Опора России» и другие, те, кто сегодня, в общем-то, обозначил свое беспокойство и риски, которые могли быть у малого и среднего бизнеса, то было принято решение исключить их и восстановить им. Они могут сегодня работать на патенте. То есть грузовые перевозки и торговля, которая имеет стационарные площади. Но сам объем дохода выручки, он все-таки остается на 2026 год 20 миллионов рублей. Но хочу здесь сразу отметить и следующее. Вокруг данной темы было очень много обсуждений. Еще скажу, что это компромиссное решение. И впервые за многие годы было принято решение, что мы по налоговому закону примем постановление Государственной Думы. Это первый раз, такого никогда не было, что по налоговому закону принималось отдельное постановление. Было принято отдельное постановление Государственной Думы, где было предложено провести мониторинг в течение определенного времени поручения правительству и Комитету по бюджету и налогам, проведение мониторинга в части влияния вообще данного новшества или изменений по налогам в течение определенного периода времени, влияние на бюджет, влияние на хозяйственную деятельность нашего малого и среднего бизнеса. То есть это очень важное решение. Оно на самом деле, мы сегодня его как раз обсуждали со своими коллегами-предпринимателями в республике, с общественным формированием, для того, чтобы мы тоже смогли у себя провести этот мониторинг, потому как насколько мы укладываемся вот в этот порог доходов в 20 миллионов с точки зрения того, чтобы сохранить, возможно, или это не сильно повлияет вообще на сферу, на малый и средний бизнес. Думаю, что сейчас мы должны все-таки закон принять, посмотреть, и будет формироваться и меняться перечень. Перечень будет утверждать правительство Российской Федерации. Мы сегодня договорились тоже с коллегами-предпринимателями о том, что мы со своей стороны его проанализируем и посмотрим, какие-то моменты тоже со своей стороны выскажем для того, чтобы сохранить. Ну и к анализу, в том числе и бизнес-сообщество, я думаю, может присоединиться. Они все, как раз сегодня, когда мы обсуждали в Общественной палате, на мониторинг, анализ и влияние, и есть ли какие-то
риски и что нужно все-таки скорректировать, бизнес-сообщество подключились все. Мы сегодня обсуждали очень активно, конечно, разговор такой немножко был рисковатый, но, по крайней мере, мы договорились о том, что мы совместно можем провести эту серьезную работу. И посмотрим на самом деле, каково будет все-таки влияние. Потому что мнения как бы разные. Кто-то говорит, что мы можем уложиться. Мы сами понимаем в пределы этого дохода. Я прекрасно понимаю, возможно, Арктика не сможет уложиться в пределы. Но посмотрим. Тем более, что, еще раз говорю, что закон, внесение изменений в закон налоговый кодекс принят, но он не говорит о том, что ничего меняться не будет. Это принято, это окончательно. И сам факт, что мы приняли такое постановление, это очень важно. Айсан Николаев провел встречу с государственным советником Республики Саха Вячеславом Штыровым, экспертами из научного сообщества. Разговор состоялся в рамках работы Айсана Сергеевича как председателя Государственной комиссии России по энергетике и был посвящен ключевым вызовам и перспективам энергетического развития страны. Ключевой темой обсуждения стал растущий энергодефицит в Дальневосточном федеральном округе. Один из вопросов, по которым Государственная комиссия системно формирует предложения для президента и правительства страны. Особое внимание уделили и угольному потенциалу нашего государства. Обсуждался вопрос по развитию энергетики и применительно к Республике Саха-Якутия, применительно к Дальнему Востоку и применительно, ко всей Российской Федерации. Но шла речь о том, что энергетика сегодня выходит на первый план у нас во всем мире и в стране. Ну, Айсан Сергеевич, он руководит комиссией по топливно-энергетическому комплексу, руководит эффективно, потому что они рассматривают действительно очень серьезные вопросы, и это все выливается в поручения, который дает либо правительство, либо президент Российской Федерации, министерством, ведомством. Некоторые вопросы уже решаются. Перспективы и развитие новых отраслей горного дела, создание новых рабочих мест – эти и другие аспекты промышленности обсудили на заседании в рамках второго Дальневосточного форума недропользования. Рассмотрением вопросов и выработкой их решений занимались эксперты со всего Дальнего Востока и ближнего зарубежья. Подробности в следующем сюжете. Повестка заседания в рамках второго Дальневосточного форума недропользования включала в себя развитие, потребности отрасли и формирование сотрудничества. В обсуждении перспектив и других аспектов промышленности внимание было уделено и тому, что и в каких количествах позволяют добывать уже имеющиеся ресурсы. Важный факт – это открытие месторождения нефти, например, в Анабарском улусе. Открытие в нашей Якутии газового месторождения. Там миллионы тонн, здесь миллиарды кубометров. Прирост ресурсов, запасов по золоту более 150 тонн. Вот просто вдумайтесь в эти цифры. Перспективы, которые мы видим сегодня по углю. Ведь когда-то такие цифры мы называли за полгода, а сегодня, например, почти 4,5 миллиона тонн угля в Якутии у нас добывается в месяц. Среди актуальных вопросов, обсуждаемых на заседании, по-прежнему остается увеличение рабочих мест. По итогам 2025 года победителем в номинации «Лидер профориентации» стала компания «Эльга Уголь», которая ведет активную работу с подрастающим поколением совместно со многими учреждениями, начиная с дошкольной скамьи. Начиная с раннего детства, то есть со школьниками, с дошкольниками, с выпускниками колледжей, с выпускниками Северо-Восточного федерального университета. То есть у нас проводится очень большая работа в этом направлении. И это стало возможным для того, чтобы закрыть нашу кадровую потребность. Для нас это актуально, потому что количество рабочих мест увеличивается на Эльгинском угольном комплексе. И мы выработали тенденцию работать по нашей сквозной профориентации. Повестка заседания вызвала интересные дискуссии по выработке решений и новых идей. Как отмечают участники, важным элементом работы на форуме является не только профессиональная составляющая, но и сама атмосфера, переданная в организации. Сделанный с душой. Вот люди работают у себя дома, это видно, и принимают гостей, как гостей у себя дома. Отсюда и результаты, что гости себя чувствуют как дома, расслабленная обстановка, идет очень спокойная профессиональная дискуссия, и выводы, конечно, будут сделаны, подведены в виде формальных документов и направлены в органы федеральной власти на исполнение.
По итогам как заседания, так и самого форума определены новые ветви развития одной из самых важных артерий дальневосточной экономики – минерально-сырьевой базы и промышленности. В частности, речь идет о плане «Энергостратегия 2050», в рамках которого планируется увеличить объем добываемых ресурсов во множество раз. Анастасия Пуляева, Аэлита Махно, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Мошенники вновь наносят удар, на этот раз представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, предлагая перерасчет пенсии за 16 и 18 годы. Злоумышленники звонят жертве и в ходе разговора называют их персональные данные и заявляют о якобы положенном перерасчете. Далее они предлагают перерегистрироваться в пенсионном фонде, диктуют первые цифры банковской карты. Аферисты просят человека назвать оставшиеся и код, который приходит в СМС. В результате жертва лишается всех своих средств с банковской карты. Ежедневно жертвами злоумышленников оказываются и нерюнгринцы. О наиболее частых схемах обмана нашей съемочной группе из Нерюнгри рассказали правоохранители. Подробности в сюжете далее. На сегодняшний день в отделе МВД России по Нерюнгринскому району зарегистрировано 498 заявлений о дистанционном мошенничестве. Общая сумма ущерба составляет около 70 миллионов рублей. Для достижения корыстных целей мошенники используют не только технические уловки, но и базовые человеческие страхи. Мошенники используют психологическое давление на потенциальную жертву. Они играют на страхах людей. Это, например, страх потерять свои сбережения или стать фигурантом уголовного дела. Аферисты создают искусственную срочность, заставляя жертву предпринимать какие-либо решения сиюминутно, то есть они не дают ей логически осмыслить происходящую ситуацию. Именно поэтому нужно давать себе время всегда осмыслить то, что происходит, то есть прервать разговор, перезвонить по официальному номеру той организации, от имени которой вам поступил звонок, либо позвонить в полицию, сотрудники уже вас проинструктируют о том, какие должны быть ваши дальнейшие действия. Так и 62-летняя работница медицинского учреждения Нерюнгринского района под страхом уголовной ответственности перевела мошенникам более 1 миллиона рублей. Началось все с разговора по замене домофона с незнакомцем, которому потерпевшая продиктовала код. Когда женщина поняла, что напрасно назвала код, отправилась в офис МФЦ. Однако, не успев попасть к оператору, ей пришло сообщение, что ее госуслуги взломаны и необходимо перезвонить по указанному номеру. Я позвонила по этому номеру, потом меня направили в Роскомнадзор, там я общалась, там мне сказали, что на меня оформили, что я оформила доверенность на жителя Украины. Стали потом это Роскомнадзор направил меня в ФСБ, и там начали меня запугивать, говорить, что это уголовная ответственность, туда-сюда, что все, какие есть дома наличные, надо там отправить им. Я следовала их указаниям. Сначала под руководством аферистов потерпевшая перевела на их счета все свои накопления в сумме 530 тысяч рублей. Затем еще 350 тысяч рублей якобы для закрытия кредита, взятого от ее имени. А затем еще 245 тысяч рублей. Причем последние две суммы женщина одолжила у знакомых. И только после этого она стала понимать, что тут что-то не так. Вот только 1 миллион 125 тысяч рублей уже осели в кошельках злоумышленников. Когда я приехала домой, я поняла, что я заблокирована. Но когда я с ними общалась, с Роскомнадзором и с ФСБ, я считала, что это я с серьезными людьми общаюсь.
В настоящее время кибераферисты активно используют нейросети. С помощью искусственного интеллекта они могут сгенерировать любое изображение лица или голос, которые сложно отличить от оригинала. В таком случае необходимо пользоваться главным правилом – всегда проверять полученную информацию, лично связавшись с человеком, от имени которого пришло сообщение. Также правоохранители напоминают о бдительности в преддверии новогодних праздников в поисках подарков в сети интернет. В это время аферисты особенно активизируются, рассылая фейковые объявления о распродажах и скидках. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Перейдем к другим темам. Как не тушеваться на передовой? Такой вопрос прозвучал от школьника-ветерану СВО на уроке мужества. Владимир Жексембаев провел патриотический час для учащихся строительного округа города. В ответ на вопрос он рассказал, что бойцы проходят обучение и соответствующую психологическую подготовку. Привел личные примеры из фронтовых будней и поведал героические подвиги военных якутян. Жексембаев, уроженец Якутска, служил на передовой с 22 по 23, является курсантом программы «Якутия. Земля героев». Организаторы подчеркивают, такие встречи укрепляют связь между поколениями, воспитывая в молодежи уважение к героям своей страны. Я узнал, что вот в Якутии, оказывается, вот так вот много героев, которые воевали, которые сейчас живы, это хорошо. А есть еще те, кто были посмертно награждены. То, что наша Якутия очень сильно участвует в военной СВО. Это, конечно же, всегда страшно, но об этом надо знать, об этом нельзя забывать. Школьники Ленского района активно участвуют в акциях поддержки бойцов СВО. Вместе со своими родителями и педагогами ученики 3-й городской школы каждый месяц отправляют на передовую посылки. В них письма, продукты, шерстяные вещи, предметы снаряжения, которые ребята изготавливают своими руками. В учебном заведении патриотическому воспитанию уделяют особое внимание. Письмо герою – это адресат, участнику специальной военной операции. Сегодня у учениц 5 класса необычный урок технологий. Он патриотической направленности. Девочки пишут письма военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. В связи с тем, что у нас сейчас идет сложное время и специальная операция военная, поэтому детей все больше и больше привлекаем. Но пока по минимальному, чтобы они подарочки делали военным, да, письма писали, собирали посылочки для них, да. Хоть и многие из них не знают, что это такое, по крайней мере, воспитательный процесс идет именно вот через такие мелкие дела. Для каждый момент волнительный в своих письмах ученицы высказали слова поддержки тем, кто сейчас находится на передовой, защищает права и свободу людей. Школьницы адресовали им простые и очень теплые, искренние слова, которые именно сейчас воинам так необходимы, и пожелание скорейшего возвращения на малую родину. Я написала о том, что, чтобы он вернулся домой, чтобы был живым, здоровым, чтобы его встретили по-теплому. Мне кажется, им будет очень приятно, потому что в такой обстановке некомфортно, мне кажется, жить. А тут дети написали для них письма. Я бы была очень рада. Я чувствую тепло, я чувствую в себе гордость, потому что я пишу от чистого сердца, мне приятно это делать. Письма, написанные ребятами, станут для участников СВО доброй весточкой. Часто на них ученикам приходят от бойцов ответы. Все написанные письма передаются волонтерам движения «Ленский покров». Оттуда с посылками уже на передовую. Мы собираем воск, парафин, теплые вещи, продукты питания. Пишем постоянно письма солдатам, делаем им открытки, читаем стихи. Даже имеем обратную связь от наших бойцов с СВО, что стихи затронуты до глубины души их, и что они с этими стихами идут в бой. Учитель технологий Владлена Инешина шьет для наших бойцов шевроны. Это задумка директора школы. Дизайн был разработан уже совместно. У нас есть вышивальная машинка, и периодически поступают заказы делать шевроны для солдат. Надпись «Ленск с вами».
Учащиеся 6 класса, родители и педагог собирают очередную посылку для бойцов с продуктами длительного срока хранения, медикаментами, сладостями, средствами личной гигиены, теплым бельем и вязаными носками. В прошлом году я взяла 5 класс, и мы с ребятами на осенних каникулах, это было их предложение, мы решили собрать к Новому году посылку на СВО. У нас получилась не одна посылка. Они с удовольствием собирали, сами складывали, сами там все распределяли, куда медикаменты, куда продукты. В этом году они прямо этого ждали. Они говорят: Алексеевна, когда будем собирать? Ученики уже точно знают, что можно положить в посылку. Каждый приносит продукты, которые считает более полезными. Я принес большую коробку гематогена. В нем есть много витаминов, которые помогут нашим солдатам. И теплые носки. Те люди, которые находятся на СВО, чтобы они защищали наше детство, чтобы мы спокойно, мирно спали и всегда было светлое небо над головой. Также педагоги 3-й школы инициировали акцию «Корзина для своих». Она установлена во всех аптеках города, очень быстро пополняется. В зону проведения специальной военной операции было отправлено их уже более 100 штук. Помимо этого, коллектив школы вяжет для бойцов носки и варежки. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Контроль за успеваемостью, организация интересного и полезного досуга, воспитательная деятельность. Педагоги Алданского центра помощи детям-сиротам ведут работу по ряду направлений. Результаты и показатели, достигнутые за последние годы, весомы. При этом сегодня перед коллективом поставлены новые задачи. Какие именно, узнали наши коллеги. Создание условий для полноценного развития и взросления. Именно так видят свою главную задачу педагоги Алданского центра помощи детям-сиротам. Сегодня в центре проживают порядка 50 мальчишек и девчонок. Чтобы направить энергию ребят в мирное русло и сформировать у каждого человечка систему ценностей, работа по воспитанию и образованию ведется комплексно. О результатах говорят численные показатели. В 2021 году было 14%, сегодня успеваемость, значит, у нас была, я имею в виду хорошисты, да, вот. Сегодня уже 33%, то есть, ну а в количественном отношении это 17 детей, то есть сегодня у нас закончили учебный год на хорошо, вот. То есть даже один отличник был. Показывая достойные результаты в школьной успеваемости, ребята также могут гордиться творческими и спортивными достижениями. Мальчишки и девчонки одерживают победы во всевозможных конкурсах. Постоянно пополняется копилка спортсменов. Не могут не отметить педагоги примерное поведение школьников. То есть, что касается воспитательного процесса, здесь тоже, в принципе, как бы не стоим на месте. Вот, мы тоже прогрессируем. То есть, если в 2021 году у нас было 23 самовольных ухода, вот, то сейчас практически все свели на 0. В этом году Алданский центр помощи детям-сиротам отметил 90 лет. Сегодня перед коллективом стоят серьезные задачи. Напомним, что указом главы республики поручено сократить количество проживающих в социальных учреждениях детей до 2030 года в 3 раза. В качестве альтернативы рассматривается замещающая семья. Приоритет же ставится на возвращение ребенка к родным, маме и папе. На сегодняшний день мы реализуем новые технологии по профилактике социального сиротства, когда помощь направлена не ребенку, как было ранее, а помощь направлена семье. Это обязательная командная работа, обязательно должен налажен быть межвед. Профилактике социального сиротства был посвящен прошедший в Алдане республиканский форум. Участники обсудили инструменты и постарались определить наиболее эффективные механизмы работы с семьями. Значит, работает у нас ШПР, вот, ну, это сокращенная школа приемных родителей, то есть через нее, то есть мы вот, набираем, проводим занятия, то есть обучаем их, то есть, ну, вот, азам. Вот. Ну и, безусловно, работаем в ключе, как сегодня под опеку, вот, детей определяем, то есть в другие семьи, в семьи граждан, да, так и сегодня работаем в направлении сегодня возвращения детей в кровные семьи. Следует отметить, что результаты в данном направлении имеются. В октябре 2 семьи забрали детей домой. 6 ребятишек в этом году переехали к приемным родителям. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Новое хранилище на 500 тонн картофеля открыли в Магане. В прошлом году крестьянское хозяйство выиграло конкурс на строительство современного хранилища. Республика софинансировала возведение и вложила 42 миллиона рублей. О хозяйстве и урожае этого года узнаем далее. Вот мы привезли новый картофель, красный, сорт «Легенда» у него. Он очень высокоурожайный, дает большой урожай. Это сейчас на данный момент это семенной материал уже. Крупный картофель мы весь реализовали. Около 900 тонн у нас получается валовый сбор. Раньше у нас был склад, конечно, очень маленький, на 200 тонн. И он был полностью для ручной работы. Сейчас у нас все можно автоматизировать техникой. Работают погрузчики, вот разные как бы уже контейнеры мы туда загружаем. И не нужно человек дополнительно нанимать людей, грузчиков, чтобы они это все реализовали, ставили. Сейчас вот этот склад на 500 тонн, мы свободно уже как бы можем увеличить объем, можем увеличить продукцию. Раньше люди это все делали вручную, перебирали все в ведрах, высыпали. Сейчас делает сортировка, примерно такой же объем, который люди делали за месяц, сортировка делает где-то за час. Андрей Котрус является агрономом знаменитой династии картофелеводов Котрусов. Фамилия Котрус была известна всей республике еще в середине прошлого века, когда звено орденоносца картофелевода Ивана Котруса в сложнейших условиях получало великолепные урожаи. Мы всю жизнь в этом фермерстве, как бы, получается, росли, жили, все это видели. И, знаете, для меня это прям настолько обыденное дело, когда вот многие фермеры, кто-то начинающий, ко мне постоянно приезжают, вопросы задают, и я создаю вот сам вид такой легкости работы, что как будто бы мы ничего и не делаем на самом деле. Просто оно, знаете, уже как на генном уровне так легко все дается. Вот вы говорите, как будто бы это все сделано с легкостью, но это же действительно ключевое слово «как будто бы». Это большой колоссальный труд, да, и это обеспечение, да, не только вашего села, но и намного больше. Скажите, вот вдохновляет ли вас это? Вот, что вы чувствуете, что вот каждый год делать одно и то же? Ну, мне нравится работать. Это же не только выращивать картофель, да, это работаешь автоматически сразу с техникой, ремонт. Я люблю заниматься что-то конструировать, создавать, придумывать. И для этого это мне приносит очень большое удовольствие. Мы, например, инспекционный стол соорудили полностью сами из старого комбайна. Взяли там какие-то части, какие-то детали, все это собрали и сделали, получается, вот этот стол и работали. Он до сих пор у нас работает все с исправностью. Урожай с городского округа обеспечивает свежим картофелем арктические районы республики. Раньше мы возили из других районов, направляли, даже с Амурской области. А сейчас вот уже последние 2-3 года мы работаем только с городом Якутском. И нареканий со стороны арктических районов даже нет, потому что по качеству уже не уступает. Сегодня в планах хозяйства увеличить урожайность, а хранилище позволит сохранить качество овощей и уменьшить потери. Марфелина Алексеева, Иван Саркаумов, Якутск. В парламенте Якутии обсудили тему сельскохозяйственных палов, которые влияют на урожайность сена и качество кормов. Многолетние исследования в разных районах Якутии показали, контролируемые весенние и осенние палы на самом деле улучшают качество и количество травы на сенокосах и пастбищах, особенно в условиях вечной мерзлоты и короткого лета. Теперь они предлагают правительству Якутии обратиться к правительству России с просьбой изменить действующие противопожарные правила. Это необходимо для того, чтобы официально разрешить и регулировать сельскохозяйственные палы как полезную практику, которая помогает развитию сельского хозяйства в регионе. В 2021 году работы с 2018 по 2020 годы были проведены на пойменных и таежных угодьях. Это влияние профилактических выжиганий. А в 2021 году была проведена работа по профилактическому выжиганию по 2 срокам посева. Это весенние и осенние сроки посева на сенокосных угодьях, именно аластных и мелкодолинных угодьях. После завершения вот этих работ уже по линии Академии наук Республики Саха-Якутия
уже были подключены доктора наук, ученые. И на сегодняшний день, вот именно 5 декабря 2025 года, ученые с точки зрения экономики подытожили работу по проведению сельскохозяйственной опалы. Северный чай, костный мозг оленя и строганину дегустировали гости и участники 3-й зимней этнографической школы в Якутске. Главная тема – этнография питания, наследие, культура и ценности. Осмысление традиций питания народов Севера и передача практик здорового питания молодому поколению. Знатоки ивенкийской культуры, например, представили обрядовые представления, подачи северных блюд. Эксперты научной части мероприятия выступили с докладами на такие темы, как арктическая диетология, разработка специальных продуктов лечебного питания на основе северного сырья. Питание народов Арктики. Одна из старейших специальностей по животноводству отмечает вековой юбилей. Поздравить коллектив сельскохозяйственного техникума и его выпускников-зоотехников пришли крупнейшие работодатели, студенты разных лет и, конечно же, преподаватели. Подробности в сюжете далее. Преемственность поколений. Именно так можно описать столетний юбилей одной из ведущих сельскохозяйственных специальностей, а именно зоотехнии. Но как же все начиналось? А начиналось все с постановления областного земельного собрания об открытии курсов. Тогда были приняты 24 учащихся и 4 преподавателя. Выпускники курсов удостаивались звания сельскохозяйственный техник. В 1925 году указом Наркомздравия СССР курсы были преобразованы в Якутский сельскохозяйственный 4-годичный техникум животноводства и молочного хозяйства с одним зоотехническим отделением. Время неумолимо двигалось вперед, и вместе с ним менялись запросы общества. Так уже через несколько лет открылись другие отделения, входящие в состав техникума. Но всегда преподаватели уделяли большое внимание обучению и практике студентов. Для получения прикладных навыков учащиеся отправлялись в сельхозкооперативы, где помогали специалистам в работе. Мы очень с добротой вспоминаем наше время учебы в техникуме. Сначала мы жили в общежитии, в двухэтажном общежитии на хлебозаводе и учились на глухом переулке. Мы ездили на автобусе, и вот это здание мы первыми окончили его. В 1984 году мы были первыми выпускниками вот этого здания. В обязанности зоотехников входит кормление, разведение и контроль за здоровьем животных. Студенты и преподаватели отмечают, что в зоотехнике идут люди с добрым и большим сердцем. Я выбрала специальность зоотехнии, потому что с 1 класса я работала с животными, ездила на разные МПК, получала первые места. Вообще, в принципе, заинтересовала работа с животными. Вот мы ездили недавно на первую практику. В Хатасе, в Багарах работали с коровами. Очень понравилось. Нас учат содержать животных, правильно составлять рацион, лечить их, когда есть к этому необходимость. Зоотехния – это не просто прикладная наука, а прежде всего направление, к которому стоит подходить с разных точек зрения. Специалисты отвечают не только за благополучие животных, но и дальнейшую продовольственную безопасность. Вероника Тырская, Иван Сорокаумов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Слово, наука, наследие. Филологический факультет СФО отмечает свой 90-летний юбилей. Пройдя долгий путь, развития отделения русского языка и литературы при Якутском педагогическом институте оформилось в самостоятельный факультет и даже стало брендом. 9-й десяток – это не только даты и цифры, но и тысячи судеб. Навестила свою альма-матер и моя коллега Надежда Саханская.
Филологический факультет по-прежнему находится в стенах главного учебного корпуса. Казалось бы, ничего не изменилось, но все-таки что-то произошло. Такой вот парадокс Тесея. Мы находимся рядом с легендарным расписанием. Здесь без подготовки не разобраться. Прекрасно известно, что филология – это любовь к слову, поэтому без языка и без его знания никуда. Предлагаю отправиться на занятие введения в языкознание, которое начнется у студентов-первокурсников как раз-таки с минуты на минуту. В аудиториях все так же царит особая атмосфера. Любовь к слову на факультете объединяет преподавателей и студентов. Тех, для кого слово, язык и литература стали призванием. Сейчас факультет готовит бакалавров, магистрантов и ученых-исследователей по 4 направлениям: филология, педагогическое образование, журналистика и реклама и связи с общественностью. Надо сказать, что вот все эти направления у нас востребованы. И как шутили мы в свое студенческое время, выпускники филологического факультета работают во всех отраслях народного хозяйства нашей республики. А вот свою историю филфак ведет с 1935 года, когда в Якутском педагогическом институте было открыто отделение якутского языка и литературы. Немного позднее отделение вошло в состав историко-филологического факультета и с 80-х годов прошлого века ведет свою работу в качестве самостоятельного подразделения университета. И мы очень гордимся тем, что мы до сих пор факультет. Это классическая академическая структура. И поэтому филологический факультет сейчас бренд. Наш университет – это традиции прежде всего, причем традиции такого классического университетского образования. И мы, вот наш факультет, как один из самых старейших, я считаю, что эти традиции напрямую продолжает. Век информационных технологий классическое филологическое образование приобретает все большую актуальность. И здесь владение грамотной, чистой устной речью не роскошь, а необходимость. Прежде всего необходимо желание научиться говорить, научиться публичному выступлению. Ну и плюс еще, конечно же, это теоретические какие-то моменты. Один из старейших в Северо-Восточном федеральном университете филологический факультет открыт для всех, кто решил связать свою судьбу с овладением гуманитарными знаниями или кто интересуется филологией и массовыми коммуникациями. Живой пример сотрудничества, который не вредит образовательному процессу, студентка 2-го курса отделения журналистики, которая в таком юном возрасте уже стала членом команды нашего телеканала. Работа получается такая, что всегда узнаешь для себя и открываешь что-то новое. Я не могу сказать, что прямо сама выбирала профессию, скорее наоборот, это она меня выбрала. Так, прошлое, настоящее и будущее филологии сливаются в единый нарратив, где каждое слово имеет вес, а каждая традиция находит продолжение. Поскольку 90-летний юбилей факультета доказывает, язык – это не просто система знаков, это память, идентичность и живой организм, который развивается, сохраняя корни. Надежда Саханская, Аэлита Махно, Стас Потапов, Якутск. Столичной школе номер 26 75 лет. С 1950 года из ее стен выпустилось не одно поколение деятельных якутян. Поздравить альма-матер с юбилеем собрались ученики прошлых лет и ветераны педагогического труда. Как отметили знаменательную дату, расскажем в следующем сюжете. Гармония учителя и ученика. В этом и есть, пожалуй, секрет продолжительной и успешной работы школы номер 26. Потому и повзрослевших детей тянет обратно в родные пенаты. За примером далеко ходить не надо. Нынешний директор Аян Васильев с гордостью говорит, он выпускник 89-го года. Школа номер 26 города Якутска была всегда в числе лучших города Якутска, остается и поныне. Это, конечно, огромная заслуга ветеранов нашей школы, педколлектива. Мы очень счастливы, что она и до сих пор является центром притяжения для детей со всего города. С не менее нежными словами об альма-матер вспоминает Дмитрий Глушко. Школа для него была буквально вторым домом. Мама Антонина Федоровна работала учительницей и детям отдала больше 40 лет. Дмитрий Евгеньевич пошел по родительским стопам. Сейчас он стоит во главе Мордовского государственного университета. Множество эмоций, связанные с учителями,
которых я знал не только как преподавателей своих или моей старшей сестры, а как людей, которые жили одним большим коллективом, одними общими радостями. Я в этой школе свой первый урок провел тоже здесь, потому что, закончив, обучаясь в Якутском педагогическом училище, я работал учителем физкультуры и начинал именно в этой школе. В общем, в семье Глушко к профессии учителя относятся с особым трепетом. Специально для коллектива 26-й школы они учредили именную премию, ведь настал черед детей отдать дань уважения старшим. Сегодня премия имени Антонины Глушко нашла своего нового обладателя. Да, я думаю, что учитель – это мое призвание, например. Я преподаю биологию, и вот Дмитрия Евгеньевича я учила с 5 класса по биологии, и он сейчас с благодарностью вот так вот очень тепло поздравляет и вот премию вручает. Это мне вдвойне радостно получить, именно премию эту от рук ученика. Школа продолжает жить. Сейчас в ней обучается почти 2000 человек. И смотря на учеников прошлого, есть уверенность, что и нынешнее поколение с честью будет нести звание выпускников школы номер 26. Ржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Детский телеканал «Току» презентовал новый полнометражный мультфильм на якутском языке. Премьера состоится 18 декабря во всех кинотеатрах республики. Току Чесхан продолжает историю популярного мультсериала «Любознательный жеребенок». Вместе с друзьями отправится спасать зиму от таинственного потепления, чтобы вернуть праздник. Мультфильм создан собственной анимационной студией НВК «Саха». Над ним работали режиссер Виктория Кеметинова и художник по фонам Александра Сосина, а также команда аниматоров. Создаем языковую среду для детей, чтобы ребенок знал якутский язык, говорил на нем и не стеснялся говорить на своем родном языке. Отрадно отметить, что Якутия, Якутск, НВК Саха стала примером для многих регионов. Да? В нашу сторону уже смотрит Башкортостан, смотрит Татарстан. Да? Мы очень уже тесно сотрудничаем и общаемся с Казахстаном. Возможно, какие-то у нас будут соприкосновения. Солистка Якутского театра оперы и балета Екатерина Захарова сразу дважды отметилась высоким признанием. Номинация на национальную оперную премию «Онегин» и звание заслуженной артистки Якутии. Наш корреспондент побывал с артисткой за кулисами и на сцене. Аплодисменты, свет софитов, признание профессионалов. На церемонии национальной оперной премии «Онегин» среди лучших вокалистов страны прозвучало имя Екатерины Захаровой. На ежегодном балу-маскараде графа Орловского. Но настоящая работа начинается там, где нет ни вспышек, ни зрительного зала, в гримерной, в тишине, где рождается образ и собирается голос, который потом покоряет зал. Благодаря поддержке зрителей и жителей Якутии мы удостоились такой премии. Это считается Оскаром в оперном мире. Для меня узнать о том, что я стала номинантом такой престижной премии, это был вообще такой гром среди ясного неба, шок в хорошем смысле этого слова. Из гримерки сразу на сцену. Здесь репетиция уже идет. Каждое движение, каждая нота – часть большой постановки. Голос, который сегодня звучит среди лучших оперных голосов страны. Наша Катенька, она всегда очень трудоспособная, наверное, самая трудоспособная в нашем молодом коллективе театра, наверное. Я так считаю. Она пианистка, она все читает с листа, она очень быстро учит наизусть итальянский язык. Это у нее всегда вот так под контролем. Поэтому, Катенька, от всего нашего коллектива тебя поздравляем. Мы любим тебя. И еще одно признание – звание заслуженной артистки Якутии. Награда, которая приходит лишь к тем, кто десятилетиями создает историю и лицо театра. Муза для меня – это театр, муза для меня – это моя работа, музыка. Цель нашей работы – это показать хороший уровень, показать хороший спектакль нашему зрителю. И это вдохновляет, это двигает. То есть наш зритель, можно так сказать, что зритель вдохновляет на что-то новое, на наш рост.
Впереди еще больше премьер, гастролей, новых ролей. Гримерная сцена, признание. Так сегодня выглядит путь солистки Екатерины Захаровой, артистки, которая стала голосом якутской оперы далеко за пределами республики. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В Мирнинском районе с успехом прошли первые в истории соревнования по управлению дронами. Местом проведения инновационного события стал Центр виртуальной реальности, который превратился в арену для захватывающей алмазной гонки. Более полусотни энтузиастов, от 10-летних школьников до взрослых, приняли вызов и продемонстрировали свое мастерство. Участники алмазной гонки соревновались в 2 дисциплинах, каждая из которых требовала особого набора навыков. В первом испытании пилоты управляли реальными дронами, демонстрируя точность и быстроту реакции в условиях реального полета. Собралось много людей, это уже интересно, это уже конкуренция, уже что-то там, уже там. Но это на самом деле круто. Потому что уже первое провели, дальше только лучше, дальше больше. Ну и, соответственно, если проводят соревнования, значит, будут учиться этому. Во второй дисциплине участники погружались в виртуальную реальность, где с помощью технического симулятора доказывали свое умение управлять дроном в цифровом пространстве. Ну, вот тут вот очень легко, а на дронах сложно. Там они очень чувствительные, немножко поднимаешь, они вверх высоко поднимаются. Мама этого замечательного ребенка, который одержал победу на соревнованиях гонки дрона в 2 номинациях. Конечно, мы не ожидали таких результатов, так скажем. Но вообще, благодаря вот таким соревнованиям мы увидели, чем наш ребенок занимается, да, как бы ее результаты. Алмазный вызов стал настоящим праздником технологий и инноваций. Интерес к соревнованиям превзошел все ожидания, что свидетельствует о растущей популярности беспилотных технологий среди молодежи. Центр дополнительного образования города Мирный в этом году весной стал победителем конкурса «Территория Алроса», где получила финансовую поддержку более 2 миллионов на открытие Центра беспилотных летательных аппаратов и развитие данного вида спорта в Мирнинском районе. Организаторы уверены, что подобные соревнования будут способствовать развитию современных цифровых компетенций у подрастающего поколения и помогут выявить талантливых молодых людей, готовых покорять новые горизонты в мире высоких технологий. Безусловно, это не только соревнования, но и технологический прорыв, где развивается, данное направление развивается в Мирнинском районе. Очень надеемся, что наше сегодняшнее мероприятие станет стартом для того, чтобы наши ребята принимали участие в республиканских и всероссийских соревнованиях. Участники соревнований смогли не только побороться за звание лучшего, но и обменяться опытом, найти единомышленников и узнать больше о мире беспилотных технологий. Алмазный вызов – это первый шаг на пути к созданию сильного общества пилотов дронов в районе и важный вклад в развитие инноваций. Анна Васильева, Мирный. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.